Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Вновь в эфире программа «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и по телевидению, и на радио ТИТИМ Саха-радиота национальной вещательной компании «Саха». Режиссеры Николай Слепцов и Михаил Эверстов. У микрофона ведущий редактор Юрий Сергеев. Приветствую всех, кто сейчас находится у экранов телевизоров и радиоприемников. В нашей сегодняшней передаче в целом мы посвятим демографической политике в Якутии и мерах поддержки семей с детьми. Как вы знаете, у нас в республике объявлен год детства, а по России год семьи. Поэтому эта тема действительно сегодня очень актуальная. И, как вы знаете, вчера в ходе прямой линии глава республики Айсен Сергеевич Николаев заявил, что с каждым годом в республике становится больше многодетных семей. Сейчас их свыше 34 тысяч семей. Вот это действительно одно из, скажем так, среди ведущих мест и в целом на Дальнем Востоке. Ну и, конечно, он тогда очень подробно вчера в рамках прямой линии рассказал, какие сейчас меры поддержки для многодетных семей у нас по вышедшему специальному указу, который был нынче в этом году подписан Айсеном Сергеевичем Николаевым, о мерах социальной поддержки многодетных семей за номером 300. Ну что ж, я представлю гостя нашей сегодняшней студии. Это заместитель министра труда и социального развития Республики Саха-Якутия Елена Юрьевна Теплякова. Здравствуйте, Елена Юрьевна. Добрый день. Ну что ж, я думаю, что, уважаемые телезрители и радиослушатели, тема действительно очень важная, злободневная, актуальная, поэтому, если есть какие-то вопросы Елене Юрьевне сегодня в ходе нашей сегодняшней телерадиопередачи, то, пожалуйста, звоните нам по телефону. Набирайте 8 гудок 411 2 и номера телефонов 32 2066 и 32 11 66. И Елена Юрьевна, думаю, ответит очень подробно на ваш вопрос. Ну что ж, я думаю, что, Елена Юрьевна, с 1 сентября, конечно, действуют новые меры поддержки семей у нас в республике. И давайте сегодня поговорим, конечно, более подробно, хотя вчера и Айсен Сергеевич тоже подробно об этом рассказывал, но еще раз, наверное, напомним. И все-таки я думаю, что те меры, которые уже приняты и уже принимаются, или готовятся к принятию, то это действительно самые действенные меры. Первый из мер – это выплата в размере 50 тысяч рублей по студенту среднего профессионального образования из многодетной семьи. Вот, пожалуйста, расскажите, Елена Юрьевна, как ее можно получить, во-первых, и куда, конечно, следует обратиться прежде всего, и могут ли, скажем так, студенты-платники, кто на платной основе, скажем, 2-3 курсов, получить единовременную денежную выплату? Пожалуйста, 3 вопроса к вам. Да, добрый день, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители. Коротко я хочу остановиться все-таки на основных демографических показателях нашей республики, и уже более подробно остановиться на тех основных мерах поддержки, которые были приняты именно для многодетных семей. На 1 июля текущего года численность республики составила уже 1 006 200 человек. То есть мы ежегодно наблюдаем рост численности населения. За последние 3 года численность населения выросла на 30 тысяч. То есть в среднем за год увеличивается население нашей республики на 10 тысяч жителей. Мы всегда отмечаем, что лидируем на Дальнем Востоке по показателю естественного прироста населения и средней продолжительности жизни. Также входим в десятку лидеров по стране по высокой рождаемости. По рождаемости мы занимаем 8-е место в Российской Федерации, на Дальнем Востоке 1-е. Вот самый ключевой показатель продолжительности жизни в прошлом году у нас впервые за 5 лет превысил среднероссийский уровень и составил 73 года 5 месяцев. Если сравнивать с Российской Федерацией, это 73 года 4 месяца, и Дальневосточный федеральный округ это 69 лет 8 месяцев. Вот эти показатели были отмечены на стратегической сессии, которую проводило Министерство Дальнего Востока совместно с Минтрудом России, с Восток-Госпланом. Тогда мы защищали наши показатели на будущее, скажем так, и
был отмечен феномен республики именно вот в условиях сложных, скажем так, природно-климатических условиях, резко континентального климата, огромнейшей территории 3 миллиона квадратных километров, несмотря вот на все эти наши территориальные данные, скажем так, да, республика занимает вот такие лидирующие позиции, и несколько раз республику отмечали как феномен республики, да. Вот. Ну и вместе с тем, к сожалению, ни для кого не секрет, что молодежь на сегодня откладывает рождение. А если обратиться к статистике, то сейчас возраст рождения первых детей очень сильно увеличился. Если вернуться в 90-е годы, то первый ребенок появлялся в среднем у женщины в 25 лет. В 2021 году он уже приблизился к 29. Но мы понимаем, что это осознанное откладывание молодых людей, потому что прежде всего они хотят получить образование, получить профессию, свои доходы, решить вопрос жилья, а уже потом, что называется, заводить семью. И это то же самое, значит, проблема была на внешнеэкономическом форуме обозначена, несмотря на то, что это форум внешнеэкономический, тем не менее вопросы демографии на нем очень часто обозначались, и было несколько площадок. Площадка «Восток. Дело семейное», тоже вот представляли информацию социального опроса молодых людей. Тем не менее, хороший показатель все-таки к многодетным семьям, вот среди опрошенных, да, но заводить детей в молодом возрасте особо никто не планирует. Вот прямо вот это вот показывает, значит, социальный опрос. Ну, сейчас где-то примерно перевалил за 30 лет, да? Ну, я думаю, что уже, да, мы приближаемся к 30, несмотря на то, что по федеральному законодательству молодой возраст до 35 лет. До 35 лет, да. Но, тем не менее, если ребенок первый появится в 35 лет, да, то очень малая гарантия того, что он появится второй ребенок и третий. Вот. Поэтому, если смотреть чисто показатели, значит, суммарного коэффициента рождаемости по, значит, первым, вторым и третьим детям, да, вот первые, вторые дети у нас идет отставание, скажем так, да, а что касается суммарного коэффициента рождаемости третьих детей, у нас здесь очень хороший показатель. Мы превышаем российские показатели почти в 1,7 раза, да, дальневосточные в 1,4 раза, да. То есть это говорит о том, что в республике сохраняются традиции многодетности, в том числе благодаря мерам, которые принимаются как на федеральном уровне, так и на республиканском. Вот. За последние 6 лет, с 2018 года, если считать, объем поддержки именно семьи с детьми вырос почти в 8 раз и составляет уже порядка 30 миллиардов рублей. Вот. И вот вчера Арсений Сергеевич тоже обозначил, что у нас в республике самое большее количество многодетных семей на Дальнем Востоке, да, мы занимаем первое место. У нас каждая 5-я семья является многодетной. Это действительно наше достояние республики. И на 1 января текущего года 34 300 многодетных семей у нас, значит, проживают в республике. Вот. Что касается мер поддержки, практически ежегодно принимаются дополнительные меры поддержки. За последние 5 лет внедрен в 2022 году в год матери целевой капитал «Дети столетия». Размер сейчас его уже с индексацией составляет 110 775 рублей при рождении на каждого ребенка, независимо от очередности рождения. Потом в целях поддержки многодетных семей республиканский материнский капитал увеличился в 2 раза. И сейчас он составляет с начала текущего года уже 300 тысяч рублей, было 150. Вот та мера, которую вы обозначили для выпускников школ, значит, из многодетных семей, предусмотрена компенсация стоимости платного обучения в средних специальных учебных заведениях в размере 50 тысяч по востребованным и престижным на рынке труда специальностям. Это тоже очень хорошая мера поддержки именно многодетных семей. А что касается молодых семей, которые все-таки уже сейчас сознательно откладывают вопрос не только бракосочетания, но и рождения детей, да, тоже в соответствии с решением главы республики установлена мера поддержки для молодых людей, которые вступают в брак впервые до 25 лет включительно. Но это направлено прежде всего не только на, скажем так, поддержку семейных ценностей, официального брака. Прежде всего, эта мера направлена на то, чтобы дети появлялись у молодых людей в 25 лет, до 25 лет. Это уже по медицинским показаниям. На самом деле очень это актуально. И
и вообще как бы для того, чтобы у нас появлялись дети. Хорошо, Елена Юрьевна, вот как раз давайте вот то, что я задал первый вопрос вам, да, касательно, вы говорили по выплате в размере 50 тысяч рублей студенту среднего профобразования из многодетной семьи. Вот, ну, конечно, могут ли студенты-платники вот вторых, третьих курсов все-таки получить единовременно денежную выплату? Да. Есть гарантия? Да. Там есть определенные критерии. Ну, во-первых, наличие статуса многодетной семьи при подаче заявления. Неважно, какой курс, значит, на каком курсе обучается студент, самый главный критерий, чтобы ему не было 23 лет. То есть до 23 лет учебное заведение должно располагаться на территории Российской Федерации, иметь государственную аккредитацию, образовательную лицензию. И вот определенный список, который утвержден распоряжением правительства, это список востребованных и перспективных специальностей на рынке труда. И куда могут обратиться тогда вот за этой компенсацией единовременной? В управлении социальной защиты уже у нас по месту жительства уже более 250 заявлений уже поступило. Хорошо. На эту компенсацию. Вот, ну вы как раз говорили по новой мере, да, выплата новобрачным, да, в размере 50 тысяч рублей. А если супругам, скажем, 25 лет, да, ну, они, исполнилось только, да, могут ли они претендовать на эту выплату? Да, конечно, здесь возраст... Тоже большой роли не играет? Нет, он имеет значение 25 лет включительно. То есть, если одному из супругов уже наступило 26, а второму 25, то уже семья, к сожалению, не может претендовать. Нужно успевать, чтобы обоим, значит, не превысило 25 лет. Ага, ну, в общем, какой-то такой стимул, да, скажем, для молодых. Да. Ну, скоро в октябре, конечно, вот 3 воскресенья октября, 20 октября в стране отмечается День отца. Это действительно очень такой хороший тоже праздник. Вот. И главой республики Александром Сергеевичем Николаевым в честь данного дня принято решение было о вручении государственных наград. Ну, если можно, скажите, пожалуйста, об этом. Что же награды? Да, у нас есть указ главы республики, которым изначально было установлено 3 квоты по награждению государственной награды ИТКГ. Значит, это было приурочено к Дню отца в республике в апреле месяце. А в связи с тем, что на федеральном уровне в 2021 году был установлен, скажем так, Всероссийский день отца, да, значит, было принято решение увеличить квоту получателей этой государственной награды, которая сейчас уже будет составлять 6 квот, то есть 3 ко Дню отца республики, 6 ко Дню отца Российской Федерации, и к этой государственной награде предусмотрена выплата 100 тысяч рублей. Необходимо муниципальным образованием направлять ходатайство, в соответствии со сроками, которые указаны в указе. И, соответственно, значит, 6 отцов в год могут получить эту высокую государственную награду. И вот тоже, конечно, вот вчера и на прямой линии тоже Александр Сергеевич говорил о том, что учрежден, конечно, главой республики грант, да, главы республики, вот, достигшему, значит, муниципалитетом, достигшим наилучших показателей в демографической и семейной политике. Это вот грант тоже. Ну, там сумма тоже приличная. В 10 миллионов рублей. Да, на самом деле мы говорим о хороших и высоких показателях в целом по республике, но есть внутри республики муниципальные образования, у которых не совсем хорошие показатели, именно вот демографические, которые связаны с населением, с численностью, с рождаемостью и так далее. Этот грант учрежден был в размере 10 миллионов рублей. 8 муниципальных образований подали у нас заявки. Там, конечно же, оцениваются прежде всего демографические показатели. Это численность населения, это рождаемость, смертность, это браки, разводы. Это показатель социального сиротства, то есть это количество детей-сирот на территории муниципального образования, различные социальные программы, которые направлены на поддержку семей с детьми. И вот, исходя из этих критериев, их 26 показателей, первое место у нас получило муниципальное образование Горного района. Хорошо. Ну, конечно, очень много у нас все-таки меры принимаются у нас в республике, да, вот, ну, конечно, и в целом по стране, и Дальневосточному федеральному округу многодетным семьям предоставляется дальневосточная ипотека. А, кстати, вот ставка-то по сниженной ставке в 2%, она ведь сохранилась, эта ставка. Да, ну, это направление очень важно, но, тем не менее, вот есть моменты, когда эта ипотека прекращена на сегодня. Так. Вот, но есть новые направления, скажем так, да. Вот, там, к сожалению, ставки есть, которые повышены для семейной ипотеки, но она сохранилась, да, для именно семейной ипотеки она сохранилась. Я бы хотела добавить по мерам поддержки многодетных семей.
Ну-ка, давайте. О новом указе, который был подписан главой республики значит, в апреле месяца, ну, в соответствии с указом президента страны, именно о мерах поддержки многодетных семей. Вот с 1 сентября текущего года многодетные семьи имеют право, значит, на 30% скидку по коммунальным услугам. Это очень такая существенная мера поддержки. На бесплатный проезд школьников в общественном транспорте для многодетных семей, бесплатное питание в школах, это все классы с 1 по 11 включительно, да, и, значит, бесплатное посещение музеев, различных выставок, которые, значит, проходят по линии Министерства культуры. Но здесь бы я хотела обратить внимание, что эти меры предоставляются независимо от дохода, то есть это уже статусные меры поддержки. Вот. Но, тем не менее, хотела обратить внимание именно получателей единого пособия. Относительно новой меры 30% коммунальных услуг. Все-таки здесь необходимо, значит, тем семьям, которые получают единое пособие, принять решение, значит, насколько целесообразно подать, значит, заявление на получение выплаты именно на ЖКУ коммунальных услуг. Ну, в среднем, условно, если говорить о том, что стоимость коммунальных в месяц 10 тысяч, соответственно, 30% это будет составлять 3 тысячи в месяц. Эта компенсация, она будет учитываться в доходах семьи, и это может повлечь, значит, тот факт, что семья может не получить единое пособие, да, даже в размере 50%, либо семья, получая 100% единого пособия, упадет на размер 75% прожиточного минимума, а 75% на 50%. То есть здесь для данной категории семей, которые, значит, получают единое пособие, необходимо вот для себя принять такое решение. Эту выплату у нас предоставляет компенсацию агентство субсидий по линии Министерства ЖКХ. Там тоже наши коллеги разъясняют значит, эту позицию. Поэтому, ну, просто я хотела для того, чтобы люди не потеряли, скажем так, более высокий размер выплаты, вот, здесь нужно им обязательно обратить на это внимание. Уважаемые телезрители, радиослушатели, если есть у вас вопросы, конечно, к Елене Юрьевне Тепляковой, заместителю министра труда и социального развития, то, пожалуйста, звоните 8 411 2 32 2066 и 32 11 66. Ну, вот, кстати говоря, я хочу обратиться, вот вы говорили, кажется, по проезду учащихся школ. Вчера вот в ходе прямой линии вот поступил вопрос главе республики, сыну Николаеву, от многодетной матери, которая обратилась по поводу получения новых льгот. Да? И вот она рассчитывала, что ее дети, скажем так, с 1 сентября этого года, ну, начнут ездить на автобусе бесплатно. Что, в общем-то, да, это тоже считается как бы льгота, да. Ну, однако, вот такая возможность им не была предоставлена. И, кстати говоря, вот это, ну, как-то ситуация не очень-то, да, скажем так. Да, ну, соглашусь, потому что указ в свое время... Вышло как-то да, на вот... Да, был подписан. Указа. Там соответствующие рекомендации в адрес органов местного самоуправления были отражены, но, к сожалению, не все муниципальные образования приняли решение. Ну, этот вопрос отрабатывался на уровне Министерства транспорта. Почему такая вот какая-то заторможенность, да, местных властей, или что это вот? Ну, не могу сказать, прокомментировать данную ситуацию, но среди 36 муниципальных образований 5 все-таки приняли это решение. Только 5? Только 5. Ну, на вчерашний день, да. Я думаю, что, может быть, все-таки эта ситуация исправится, и до 1 октября этот пробел, скажем так, устранится, и школьники из многодетных семей смогут воспользоваться своим правом. Ну, вот как Ильдархан отметил, хотя, конечно, была отправлена рекомендация в органам местного самоуправления, которые отвечают за общественный транспорт на своих территориях, чтобы это, конечно, был вопрос решен, да, с 1 сентября, что, в общем-то, порядком и не получилось. Но все-таки вы как считаете, вот сегодня многодетные семьи, ну, мы знаем, что бесплатные там все-таки участки, да, тоже предоставляются, различные льготы при посещении культурных, спортивных мероприятий, да. Вот по авиаперевозкам, вот там ведь тоже есть какие-то льготы же, да? Да, это в рамках федерального постановления, да, среди, значит, категорий граждан, которые могут воспользоваться правом субсидированных билетов, да, которые, ну, достаточно низкую стоимость имеют, да, включены и многодетные семьи. Да. Вот. Это очень актуальная мера, кстати, да, для многодетных семей, которая вот очень востребована.
Единственный вопрос, конечно, что не всем хватает этих билетов, но она есть, эта мера, и она очень востребована. Да. Ну что ж, у нас буквально, уважаемые телезрители, радиослушатели, сейчас первая часть уже подошла практически к концу. Мы после рекламы продолжим наш прямой эфир с участием нашего сегодняшнего собеседника. Итак, мы сейчас прерываемся на рекламу и через несколько минут вновь вернемся в нашу студию и продолжим передачу о поддержке многодетных семей в Республике Саха-Якутия. Ну что ж, уважаемые телезрители, радиослушатели, мы вновь в прямом эфире. Напомню, у нас в студии заместитель министра труда и социального развития Республики Саха-Якутия Елена Юрьевна Теплякова. И наши телефоны 8 411 2 32 2066 и 32 11 66. Сегодня мы говорим о мерах поддержки многодетных семей. Ну, как вы знаете, в республике в рамках Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства в нашей республике побывала вот буквально на днях уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова Белова. Конечно, вот и по ее итогам визита в республику вот детский омбудсмен отметила, конечно, вдохновляющий опыт нашего региона в сфере семьи и детства и предложила объединить усилия в сокращении числа детей в стационарных учреждениях. Ну вот сейчас, может, тоже об этом мы поговорим, конечно, в нашей уже во второй части передачи «Якутск сегодня» Елена Юрьевна. Вот. Ну, конечно, это она уже должна была еще приехать, по-моему, в сентябре, да, где-то в начале, наверное, в сентябре, что ли, планировала, видимо, да. Ну, вот немножко об итоге поездки уполномоченного по правам ребенка, да, при президенте Российской Федерации. Что она посетила, где побывала? Да, перед приездом Марии Алексеевны работал аппарат. Мы уже были в числе 12 субъектов Российской Федерации, где прошла вот эта инспекция. Соответствующие рекомендации мы получили. Сама Мария Алексеевна говорила о том, что мы по итогам инспекции войдем, наверное, в 30-ку тех, кто все-таки эффективно работает в этом направлении. Ну, несмотря на то, что работа наша была оценена неплохо, да, у нас есть над чем работать, да. Население детское у нас очень большое. На фоне нашего 1 миллиона с лишним численности это 263 тысячи детей, значит, на начало текущего года. Это на 6% больше, чем среднероссийский показатель. Вот. Но, тем не менее, наряду с мерами поддержки семей с детьми, мы, конечно, занимаемся вопросом оказания социальных услуг, социального сопровождения тех семей, которые нуждаются в помощи. Наши учреждения по работе с семьей и с детьми охватывают все районы республики. Разного типа учреждений, конечно, это управление социальной защиты, прежде всего, это социально-реабилитационные центры, центры содействия семейному воспитанию, центры помощи семье и детям. То есть все 39 государственных учреждений работают, значит, по предоставлению социальных услуг в рамках 442 федерального закона. Но, тем не менее, у нас есть дети и семьи, которые состоят на учете в наших вот этих учреждениях. Это категория семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении. На начало текущего года по обеим этим категориям это 6 тысяч детей, которые состоят на учете, да, у нас. Это 2% от общего детского населения, да, но здесь тоже отметила инспекция, что у нас это достаточно высокий показатель, да. Но, тем не менее, за последние 5 лет количество семей, именно находящихся в социально опасном положении, мы сократили на 20%. И за 5 лет 2700 семей снялись с этого учета. В целях совершенствования работы наших подведомственных учреждений, соответственно, значит, проводится очень большая работа по привлечению средств внебюджетных. Мы очень активно работаем с фондом поддержки семей с детьми. Но вот семья, которая находится в социально опасном положении, это, конечно, прежде всего 90% этих семей, это, к сожалению, родители, которые злоупотребляют алкоголем. Злоупотребляют. Злоупотребляют алкоголем. Их у нас немало, надо так сказать. Да, и, к сожалению,
сожалению, соответственно, они не могут, не хотят или не могут исполнять свои родительские обязанности. Поэтому вот эта межведомственная работа, которая проводится по выводу этой семьи из такой негативной ситуации, вот проводится совместно с учреждениями здравоохранения, образования, центров занятости, все субъекты профилактики, которые, решают этот вопрос в рамках 120-го федерального закона и учреждений культуры, потому что работа непосредственно не только с детьми происходит, но и с самими родителями. Для того, чтобы каким-то образом сохранить ребенка в кровной семье. Как раз вот эта цель федеральной инспекции, прежде всего, сохранить ребенка в кровной семье. Для этого, конечно, нужно усилие всех органов системы профилактики. Какой-то один орган с этим справиться не может, поэтому это абсолютно межведомственная работа. Елена Юрьевна, все-таки некоторые родители, в том числе, может, и многодетные даже, особенно там, где семьи, где родители, мама, папа, бабушка, может, даже и дедушка там все выпивают, да, скажем, да, дети страдают, все-таки органы опеки иногда все-таки запаздывают своими мерами принятыми. Да, но, к сожалению... Здесь это в наших муниципалитетах наблюдается. К сожалению... И в промышленных районах, если в сельской местности, ведь тоже есть факты. К сожалению, сложилось в обществе такое впечатление, что не дорабатывают органы опеки. Не сложилось. Сложилось, да. Оно сложилось, да, я согласна с этим. Но дело в том, чтобы орган опеки принял соответствующие меры для того, чтобы эту семью поставить на учет вовремя, своевременно, не тогда, когда уже в семье все плохо, да. Орган опеки должен получить сигнал, что такая-то семья, такие-то дети, которые ходят в детский сад или ходят в школу, да, они имеют, скажем так, те критерии, которые относятся, что семья находится в социально опасном положении. Когда только ребенок появляется в семье, он попадает в поле зрения, рождается органов здравоохранения. Если семья, там уже патронаж определенно осуществляется, если семья действительно, вызывает вопросы относительно надлежащего воспитания этого ребенка новорожденного, мы получаем информацию от поликлиник, от центральных районных больниц, что такую семью надо поставить на учет. Надо разобраться, тогда подключается орган опеки. Если это ребенок детского сада, когда родители приходят выпившие, например, за ребенком, или вообще не пришли, а ребенок остался, или ребенок неопрятный, недокормленный и так далее. Это то же самое относится и к средним образовательным учреждениям. Когда в школе наблюдается такие симптомы, скажем так, неблагополучия в семье по ребенку, да, тогда эта школа должна сообщить либо органам опеки, либо нашему учреждению, для того, чтобы эту семью проверить и принять соответствующие меры. Опять же, мы говорим о том, что это не значит, что ребенок будет отобран и родители лишены родительских прав. Нет, мы должны будем совместно работать со всеми органами системы профилактики для того, чтобы помочь этой семье выйти из этой, скажем так, нехорошей ситуации и сохранить их родительские права и сохранить, прежде всего, ребенка в семье. Поэтому для того, чтобы орган опеки смог принять соответствующее решение, да, потому что не всегда эти семьи, они находятся в поле зрения органа опеки. Не всегда. В том-то и дело. Проблема-то в этом. Для того, чтобы принять соответствующие меры, необходима эта информация со всех сопутствующих организаций. Как я уже сказала, это учреждения здравоохранения, это если маленькие дети, это дошкольное образовательное учреждение, садики и школы. Хорошо. Конечно, да, вопрос очень сложный, конечно, но эти факты есть, в целом даже по стране взять Российской Федерации. Уполномоченная по правам ребенка при президенте Российской Федерации, который побывал у нас в республике, она назвала прорывным указ главы республики Айсена Николаева о сокращении на 50% количества детей в стационарных учреждениях до 2028 года. Вообще у нас сокращается сейчас стационарное учреждение? Вообще? Можете сейчас назвать, где это, если сокращается на самом деле? Да, в рамках, работы Министерства просвещения Российской Федерации все организации для детей-сирот перешли в ведение Министерства труда. Это детдома, да? Это бывшее название детские дома. Сейчас они по-современному называются уже Центр содействия семейному воспитанию, Центры помощи семье и детям, оставшимся без попечения родителей. Детям-сиротам, прошу прощения. Да? Да, в рамках этой оптимизации и передачи в единое ведомство
у нас из 12 учреждений для детей-сирот осталось 11. То есть мы говорим, что у нас сократилось одно учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. У нас ежегодное сокращение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Каждый год. На начало текущего года в этих организациях, в 11, проживало 353 ребенка. 353 ребенка. При этом Мария Алексеевна обозначила 50% сокращения. На самом деле главой республики поставлена задача до 2028 года сократить это количество детей в 3 раза. 3 раза? 3 раза. Вот 353 в 3 раза до 2028 года. Это очень амбициозная задача, которая поставлена перед нами. Но как раз-таки она совпадает с теми принципами работы уполномоченного по правам ребенка, что дети должны все-таки воспитываться в семьях. Прежде всего в кровных, а там, где, к сожалению, это невозможно, тогда уже в замещающих. Ну, замещающие, вы говорите, приемные семьи ведь тоже у нас сейчас должно количество-то увеличиваться. Да, динамика у нас растет. Ну, не настолько, как хотелось бы, но вот исходя из этих требований, на сегодня у нас 235 приемных семей. Это много по сравнению с теми прошлыми годами? Это где-то порядка 15 семей за последние 5 лет рост. Да. На самом деле это, скажем так, одна из предпочтительных форм приема ребенка в замещающую семью, чем нахождение ребенка в учреждении. Все-таки вопросы воспитания непосредственно в семье, они дают лучшие результаты адаптации ребенка уже во взрослой жизни, чем, к сожалению, в организациях для детей-сирот. Это очевидный факт, который нужно признать, потому что семейный образ воспитания – это немножко другая история, чем проживание в государственной организации. Ну что ж, конечно, указ такой есть, конечно, прорывной, как назвала, федеральный чиновник. То действительно тогда здесь у нас в республике произойдут какие-то изменения, скажем так, будем надеяться, на ближайшие годы. А вот у нас в республике действуют семейные многофункциональные центры. Вот, давайте о них. Они открыты ведь у нас в республике, и по каким-то вопросам обращаются ведь к ним семьи в этих МФЦ. Да, вот с начала года у нас открыто 3 семейных многофункциональных центра. Первый в республике открылся в Чуропчинском районе, потом открылся, в Намском районе и в городе Якутске. Вот пока на сегодня охват у нас 3 муниципальных образования. До 2026 года мы планируем открыть не менее 11 семейных многофункциональных центров. Это действительно новая форма работы, консолидация всех органов власти, которые по принципу единого окна предоставляют услугу по любому вопросу той семьи, которая обратится. Прежде всего, конечно, это конфликты между детьми и родителями, к сожалению, они особенно в подростковом возрасте проявляются, Очень востребована услуга логопеда, то есть проблемы звукопроизношения детей. Очень родители отмечают это позитивное направление. Вот в этих семейных многофункциональных центрах у нас открылись дополнительные отделения по реабилитации детей-инвалидов, кризисные койки для мамочек с детьми, если, к сожалению, не оказались в трудной жизненной ситуации. Это такой широкий спектр услуг, который предоставляется каждой семье, которая обратится за помощью. Есть, конечно, и разовые примеры. Вот хороший пример в Чуропчинском районе, когда молодые люди пришли с вопросом о разводе. Так. И с ними поработали психологи, и развод не состоялся. Я надеюсь, что это будет, скажем так, их окончательное решение, но какая-то мамочка обратилась за помощью, в оформлении ходатайства Якутскэнерго по проведению электричества. В Намцах помогли мамочке провести время на период наводнения, когда у нее с жильем были проблемы. Да. То есть вот абсолютно любые вопросы, с которыми семья обращается, наши специалисты в этих семейных многофункциональных центрах помогают решить, потому что все-таки это вопросы качества жизни и проблемы конфликтной ситуации, которые стараются. Вот более 2500 уже обратились у нас граждане по итогам работы наших 3 центров, из них 30% преодолели трудную жизненную ситуацию. Ну что ж, надо сказать нашим обращаясь телезрителям, радиослушателям, родителям прежде всего, конечно, и что нужно обращаться вот в эти семейные многофункциональные центры,
С любыми вопросами. С любыми вопросами. Абсолютно не надо да. стесняться, потому что маленькая проблема может перерасти в такую большую проблему. Да. Желательно до этого не доводить, не надо стесняться, и надо обращаться. Так, ну и теперь, конечно, Елена Юрьевна, вот какие лучшие практики вы бы отметили, да, по профилактике социального сиротства? Давайте все-таки, вот у нас есть эти такие практики все-таки? Да, у нас есть эти практики. Ну, когда сам себя хвалишь, это считается субъективным, да. Поэтому у нас есть, скажем так, независимая оценка той качественной работы, которую проводит наше учреждение. Я хочу пример привести, значит, работы нашего Вилюйского центра содействия семейному воспитанию имени Степана Максимовича Аржакова, да, который 2 года подряд на всероссийском конкурсе профессионального мастерства, который организуется Министерством труда Российской Федерации, завоевали первые места. Вот это очень уникально, потому что именно одно и то же учреждение с 2 своими практиками по профилактике социального сиротства, комплексной поддержки семьи с детьми выиграли первые места. Это Юрий Иванович Татукаров в прошлом году, поскольку он сам является председателем общественной организации «Совет отцов», когда вот активные папы с активной жизненной позицией помогают тем мальчикам, тем юношам, которые воспитываются без пап, которые вот проживают в этих семьях наших, да, учетных, да, когда они вот помогают им, обучают их тем навыкам, которые необходимо обладать мужчине. Это не только рыбалка и охота, это и патриотическое воспитание, здоровый образ жизни. Вот по итогам вот этой вот практики было первое место у Юрия Ивановича Татукарова. А в этом году это интересный, значит, конкурс проходит в рамках Всероссийской недели охраны труда. То есть хочется отметить, что вот вопросы демографии, различные вопросы сферы социальной защиты, они в таких крупных мероприятиях проходят. И в этом году уже директор этого учреждения тоже получил первое место. Лучшая практика построения системной совместной работы именно организации социального обслуживания с негосударственными организациями. И вот Егор Александрович Дашевский у нас победитель. Отрадно, что именно детские учреждения вот являются победителями этого всероссийского конкурса. Вот. Поэтому нам есть чем гордиться. Ну, в прошлом году тоже были победители. Это Тантинский социально-реабилитационный центр Елена Николаевна Дедюкина. В общем, вы ежегодно проводите, да, видимо? Да, этот конкурс профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Это все типы учреждений, не только детские, но и взрослые. Все специалисты, желающие, могут принять участие со своей практикой и, значит, выиграть. Получить 1, 2 или 3 место. Ну и буквально несколько секунд, да, что пожелаете вот нашим многодетным семьям? Как бы не было тяжело, но все-таки времена сейчас тоже сложные и так далее, да, это тоже надо учитывать. Но все-таки у нас в республике социальная, все-таки, да, год детства, год семьи Российской Федерации, год детства в Республике Саха-Якутия, мероприятия проводятся. Буквально несколько слов. Ну, я бы хотела пожелать, прежде всего, молодым людям, да, все-таки подумать о том, что создание семьи и вообще семья самое главное для нас всех. Многодетные семьи, это, как сказал Арсений Сергеевич, это достояние республики. Я хочу пожелать всем здоровья, счастья и, самое главное, удачи во всех вопросах, и чтобы проблем не было. Ну что ж, на этом наша передача, уважаемые телезрители и радиослушатели, подошла к концу. Всего доброго, до свидания, до новых встреч. До свидания.